Так, в 92 на Я визуально. на 29. Ну, 30 пусть будет. О, у тебя А 3 зачем? квадрата. У тебя 3 квадрата. Тебе надо укорачивать чуть-чуть. Не буду укорачивать. Я родился в этих краях сам. Глубже в горах, отсюда 7 километров. Ну, там уже нашей деревни нет, там уже водохранилище построили, там дамбу сделали. И у меня вообще-то был план, чтобы поехать именно туда, где я родился, где стоял мой дом, именно там начинать строить дом. Получилось рядом, но все равно это наша родная долина, все равно, видимо, я, наверное, ездил по этой долине, наверное. Или ходил пешком, я не знаю. Мне было 3 года, когда нас выселили отсюда, поэтому я очень смутно помню эти времена. Я вообще-то всю жизнь мечтал иметь свой дом, потому что я же парень детдомовский. Я всю жизнь там в детдомах, в общежитиях, казармах и в квартирах. Вот так вот я прожил всю жизнь своей жизни. И всегда было у меня чувство, что вот я должен построить дом, чтобы у меня там дома была мастерская обязательно, потому что ну куда же художнику без мастерской деться? Вот это была мечта. Я так еще, когда в Ташкенте уже последние годы перед переездом, я уже сам проектировал дом, так смотрел, как, что должно быть, в общем, и уже даже себе представлял, что это будет примерно. Вот поэтому я тут приложил максимум усилий, чтобы именно построить дом и мастерскую, и потихонечку заниматься творчеством. Образа крымского татарина как такового там нет. Это общие человеческие эти понятия. И переживания там общие, которые очень даже, эти переживания касаются нашего народа. Но через самобытность этого народа, если ты выражаешь, это становится уже достоянием всех становится. Поэтому я хочу, чтобы эти работы были как бы достоянием всех. Тут не бывает такой, это крымско-татарский или японский. Это вообще человеческие эти. И человечество всегда будет на эти темы, всегда будет обращать внимание и всегда будет их выражать будет. Она еще в Ташкенте, как начала оформлять эти книги, татарские издания, она как раз таки вот показала наш вот национальный характер, национальную красоту нашу показала. После этих долгих лет вообще издевательства над нами впервые показала, что крымские татары это тоже люди, и там прекрасные люди с прекрасной душой. И поэтому, конечно, я считаю, что она заслуженно пользуется вот этим вот всеобщей вообще там всенациональной нашей известностью и любовью. Потому что ее везде узнают, везде все знают. Ну, а меня так, не знаю, там, какие злые языки или какие языки, или наоборот, назвали «Золотая тень Заремы Тросиновой». А мне это не обидно. Подумаешь, ну и что? Я просто любила очень поэзию, причем я не зря выбрала книжную графику, потому что наши книжечки были вот совсем брошюрочки такие, у них не было такого, они были на очень низком уровне изданы всегда. И вот уже когда я стала работать в издательстве Гафура Гуляма, и вот уже там особые требования, новый подход к иллюстрации. Это было не просто иллюстрация, вот по тексту идет, а здесь философское осмысление текста было. Вот отсюда вот пошло уже серьезное отношение к самому тексту,
Тогда у нас этого ничего не было, а детям и нужно было, молодому поколению это нужно. И таким образом получилось, что вот какой-то толчок вот, чувству национальному. Хотя я очень скромно работала тогда, еще не было, не набирала еще той силы, потом я смогла добиться в своих работах. Но не было ни одной критики, чтобы мне сказали: ой, ну что ты делаешь там? Да, наоборот, полностью поддержка всегда была. Живя там, видя нашу тяжкую жизнь, тяжкие условия жизни, что татары совсем не так живут, как бы мне представлялось. И вот я в своих картинах пыталась передать именно вот контраст между той жизнью, которой мы жили когда-то, и та, которой мы живем. Я, отбросив ту сторону жизни, старалась передать вот ту духовную красоту, которую мы сохранили, которую мы оставили в душе своей и несем ее. Душевная теплота. Вот это я не могу исключить, оно так или иначе прет. Я даже момент такой был в Самарканде, в Ташкенте на выставке. Мы с Алимом смотрели выставку самаркандских художников, и там узбекские фамилии, все. А тут по этюдам мы посмотрели, говорю, вот это, наверное, татарин. Точно, это был Рамазан Усеинов. Тогда он совсем по-другому писал. Но уже вот чувствовалось тепло душевное, вот красота вот души. Все-таки крымские татары, у них красивая душа, что не говоря. А художники, конечно, они ярко выражают это, так или иначе. У них присутствует всегда какая-то вот эта мечта какая-то. Вот мечта, сразу работа какая-то более романтичная. Я помню, начиналась с Казима Еминова. Вот сразу можно было узнать, что это написал именно татарин, потому что настолько у него была фантастичность, какая-то особая какая-то красота, озаренность какая-то. Вот что это именно так мог написать крымский татарин. Потому что он мечтал о этой земле, он эту землю любит, он за эту землю болеет. Он не может просто так взять, просто так написать. Это не может. Это вот те, которые сюда приезжают, там, пописать, там, попленерить. Им Крым – это просто объект для рисования. Ну, красивые горы, красивое море, красивые там. Для нас же не это главное, его красота такая. Coştu bizim gönlümüz, erli kanlar koku saçtı.